Совесть – лучший контролер. Именно так, похоже, полагали в столичном АТП. Напомним, с начала сентября на Сыктывкарском 46-м маршруте больше нет кондукторов. Их заменили стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты. Пока это пилотный проект. И он показал, помимо технических нюансов и консерватизма некоторых пассажиров, на первый план вышла проблема с безбилетниками. Павел Королев выяснил, когда на городских маршрутах откроют сезон охоты на зайцев. Билеты, пожалуйста. На это билет? Билеты, пожалуйста. В культовом фильме «Брат» сцена в трамвае, где Данила Багров смог оштрафовать безбилетников только при помощи револьвера, запомнилась миллионам зрителей. Однако реальные контролеры не носят при себе револьвер, и найти управу на зайцев не так-то просто. Граждане пассажиры, приготовьте билеты для проверки. В советские времена при неоплаченном проезде прямо на месте взимали штраф. Если же попадался упрямый гражданин, отказывающийся оплатить проезд, его отводили в отделение милиции. Но по правде строгого контроля оплаты все-таки не было. Лучшим контролером в автобусе была совесть советского гражданина. И похоже, это правило становится актуальным и для современных реалий. С 9 сентября на Сыктывкарском 46-м маршруте больше нет кондукторов. Оплата через валидатор, либо наличка водителю. Однако при всех своих плюсах система имеет и минусы. И вот они минусы. Некоторые жители столицы пока не созрели до технического переворота. Как отмечают в транспортном предприятии, отзывы от горожан поступают смешанные. Одни новшества оценили, другие оптимизм пока не разделяют, а третьи вовсе теперь считают, что никому и ничего не должны. В первые дни, когда у нас в каждом автобусе присутствовали консультанты, количество перевезенных пассажиров было выше. С 6-го дня, когда у нас консультанты стали ходить выборочно по автобусам, так скажем, собираемость выручки упала, и количество пассажиров упало в автобусе. Но по факту это больше, наверное, вызвано у кого-то, опять же, с трудностью, кто не разобрался в системе, у кого-то кто-то просто из-за нежелания платить, либо какие-то сторонние факторы, стоп-лист, отсутствие денег или прочее, прочее. Что же касается безбилетников, то, по словам перевозчика, охоту на зайцев пока что никто не объявлял. Да, на маршруте работают контрольно-ревизионные группы, однако, согласно букве закона, привлечь к ответственности зайца не так-то просто. Для этого понадобится остановить автобус и вызвать участкового. И понятно, что это явно не понравится тем пассажирам, что честно оплатили свой проезд. А потому уже сейчас в регионе готовятся поправки. Они-то и помогут усмирить нерадивых пассажиров. У нас вступили изменения в федеральное законодательство. Теперь регион под свои реалии может выпускать свой административный регламент. И многие регионы уже этим пошли. И вот у нас как раз сейчас идет работа по, так скажем, оптимизации больше под Республику Коми, чтобы это было именно для нас удобно пользоваться контролем за собираемостью выручки и перевозкой пассажиров. И с первого дня запуска мы все равно не планировали применять какие-либо административные меры. Лишь для начала нужно было, чтобы привыкли пассажиры. В транспортном предприятии уверены, куда важнее не наказать, а воспитать ответственного пассажира. Поэтому пока отношение не поменяется, что говорится в головах, и пассажиры сами не начнут ответственно оплачивать проезд, перевозчики так и будут терять деньги, которые, к слову, идут на содержание автопарка. Ну а это, в свою очередь, может привести к другому не очень-то приятному последствию – повышению цены на проезд. Пока это только предположение. Все зависит от честности самих горожан. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.